Меня назвали провокатором после того, как я рассказал, что делали в пригородном районе Северной Осетии с надгробными ингушскими камнями с их родовых кладбищ после депортации ингушей в феврале 1944 года. И чтобы быть справедливым, мои подписчики из Северной Осетии попросили меня рассказать и показать, что сделали ингуши с их родовыми осетинскими кладбищами после того, как их заселили на ингушские земли после депортации ингушей в Казахстан. Знакомьтесь, это Акрамби, который рассказал, что у него прямо во дворе находится осетинское кладбище. И отец завещал, не трогай. Землю не спахивают эту Да, землю. я вижу, что Не она... сажают ничего. Вот на этих 10 сотках покоится около 30 человек. Как бережно и трепетно относятся к умершим. Это ведь чьи-то родственники ведь осетинские. Акрамби, как истинный мусульманин, достойный мужчина и представитель ингушей, сохраняет по сей день в знак уважения осетинские захоронения. Я горд, что в моем селе вот такие люди есть.